Здравствуйте, меня зовут Ишбаев Артем, я ученик 10 класса средней школы номер 13 города Якутска. Тема моего исследования – стратегии распространения навыков первой помощи при клинической смерти среди учащихся школ на примере моей школы. Структура моей работы состоит из ответов на вопросы, которые я ставил себе в ходе выполнения исследования. Каждый из вопросов подразумевает под собой определенный спектр проделанной работы. Тему исследования я уже назвал. Цель – изучить стратегии распространения навыков среди учащихся школ. Задача – определить текущий уровень знаний обучающихся, изучить эффективность проводимых реанимационных мероприятий детьми, взяв за основу интервью с медработниками не только Республики или Якутска, но и всей России. Определить рекомендуемый возраст для преподавания материалов, создать минимальный макет учебной программы для школьников и, суммируя все это, доказать необходимость внедрения данной программы в учебный план школ города Якутска и республики. Гипотеза исследования заключается в том, что если мы введем в школы обязательную программу по первой помощи при клинической смерти, то среди всего населения увеличится уровень владения навыками первой помощи и качественно уменьшится количество смертей, так как школа является важнейшим социальным институтом. Почему? 5 минут длится период клинической смерти в случае, если не оказывать человеку помощь. Через 5 минут состояние клинической смерти сменится на состояние биологической смерти. По определению, биологическая смерть состояние человека необратимое, то есть спасти человека будет невозможно. А 20 минут – это временной промежуток, за который бригада СМП должна прибыть на место вызова. Но может случиться какое-либо происшествие с бригадой, и тогда она попросту не успеет приехать в назначенное время. Ну и масса может быть причин на это. И об этом говорит печальная статистика. 1 к 20 – это шанс выжить при внезапной остановке сердца по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации. Как и зачем? Я разделил работу стандартно на теоретическую часть и на практическую. В теоретической части были изучены все используемые термины, определения, и также было подготовлено качественное взаимодействие с учащимися школ. Практическая часть исследования заключается в проведении анкетирования среди школьников, проведении интервью анкетирования среди медицинских работников, проведении профильных занятий, анализа полученных результатов, оценкой предположительной стоимости занятий, а также составлением учебной программы. А далее были сделаны выводы. Зачем все сводится к снижению уровня смертности? Были выполнены следующие действия. Анкетирование среди школьников, их было 3. Одно проводилось за день до проведения профильных занятий, второе проводилось в день проведения профильных занятий, но после них, третье проводилось на следующий день. Анкетирование является доказательством первым на уровне города Якутска того, что текущих знаний в сфере первой помощи учеников школы недостаточно, и было определено желание в обучении по этой тематике у учеников. Анкетирование среди медицинских работников является доказательством вторым на уровне Российской Федерации, как показатель объективности доказательства. Гласит о том, что необходимо вводить программу по мнению специалистов в частоте опытов оказания реанимационных мероприятий несовершеннолетними и определения рекомендуемого возраста для преподавания учебного материала. И, собственно, профильные занятия, они являются доказательством третьим. Здесь проводилась проверка проявленного интереса обучающимися, оценка восприятия подобного материала и проверка эффективности профильных занятий на распространение навыков оказания первой помощи при клинической смерти. В конце был сделан анализ, который суммировал все эти доказательства в одно о необходимости внедрения обучающей программы в учебный план школ города Якутска и Якутии с оценкой предположительной стоимости проведения таких занятий и перспективами развития. 70 школьников, 5 медицинских работников и 2 учителя были задействованы в ходе выполнения исследовательской работы. Перехожу к блоку 1. К блоку 1 относятся все интервью и анкетирования, которые имеются в работе. Представляю результаты анкетирования среди школьников до проведения профильных занятий. Уровень обозначает школу под цифрами 1, 2 и 3. Зашифрованы вопросы. Первый. За все время обучения научились ли вы оказывать первую помощь благодаря обычным школьным урокам, да или нет? Никто из учеников не научился оказывать первую помощь благодаря обычным школьным урокам. Был ли опыт оказания первой помощи, да или нет? Ни у кого полноценного опыта оказания первой помощи не было. У ученика средней школы из 7 класса был опыт просто вызова скорой помощи. Хотелось бы научиться оказывать первую помощь, да или нет? Все ученики изъявили желание научиться оказывать первую помощь. Сразу перехожу к блоку 2, к учебным профильным занятиям. Занятия, как я уже сказал, проводились в 3 классах. Все занятия проходили по одинаковому информационному шаблону и ничем не отличались, кроме методики преподавания. То есть в 4 классе я использовал более заинтересовывающие методики и более такие игровые, нежели чем в 7 или в 10. Также я делал специальную презентацию для выступления, и она доступна по QR-коду. Результаты анкетирования среди школьников после проведения профильных занятий. Усвоили информацию абсолютно все ученики, поделились с окружающими из средней и старшей школы абсолютно все ученики, а из младшей школы не поделились 11 человек из 31, 20 поделились. Результаты интервью с медработниками. Респондентом 1 являлся врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии с опытом работы в скорой медицинской помощи из Мурманской области. А остальные 4 респондента являлись фельдшерами скорой медицинской помощи из Уральского федерального округа, Республики Башкортостан, Забайкальского края, Республики Саха-Якутия.
Введение программы, как сказали все респонденты, просто необходимо. Осуществляли ли дети СЛР из их опыта? Все фельдшера сказали, что нет. А врач-анестезиолог, реаниматолог сказал, что он в детстве сам проводил реанимационные мероприятия довольно успешно и уже после этого решил стать медиком. Эффективна ли реанимация с детьми? Все 5 респондентов заявили, что дети могут заменить взрослых при проведении сердечно-легочной реанимации. Анализ полученных результатов. Основываясь на полученных результатах тестирования школьников, можно сказать, что текущая медицинская грамотность учеников школы крайне низкая. Основываясь на полученных результатах тестирования медиков, можно сказать, что такая обстановка имеется не только в нашей школе, но и в школах по всей России. Ученики смогли выполнить роль распространителей информации. Следовательно, целесообразно дополнить школьный курс учеников республики и города дополнительной обучающей программой. Программа получила достаточно говорящее название «Маленькие ангелы». Занятия лучше всего проводить у младшей и средней школы 3 раза в год, а у старшей 2 раза. Занятия проводить нужно по формату теория, практика, инструктаж о последствиях и тестирование как завершающая часть лекции для дальнейшего анализа эффективности данной программы. Проводить нужно занятия у 4-11 класса, соблюдая условия для реализации. Необходимо свободное помещение, методические рекомендации, которые вы можете увидеть на экране, их покупал у дизайнерской студии, за большую цену они могут сделать намного лучше. Также нужен экран для демонстрации видеороликов. Минимально рекомендовано стандартный учебный кабинет, методические рекомендации и тренажер, который есть сейчас в большинстве школ. Рекомендовано просторный учебный кабинет, актовый зал, может быть спортивный зал, методические рекомендации, уже робот-тренажер. Методические рекомендации. На данный момент в школах Якутска обучается около 47 тысяч человек с 1 по 11 класс. Цена 10 тысяч листовок 4104 рубля. Тогда, чтобы оснастить все школы, понадобится примерно 16 416 рублей. Тренажер стоит примерно 26 254 рубля, а робот-тренажер примерно 156 530 рублей. Закупки тренажеров можно проводить раз в минимум 10 лет в случае отсутствия поломок по мере эксплуатации. Ну и выводы. Введение программы обучения никак не навредит учебному процессу и развитию обучающихся. Также программа имеет стратегический статус, то есть она может решать сразу несколько проблем на долгосрочной перспективе. Имеет огромные перспективы. Примеры можно наблюдать на слайде. Но самое главное, имеется возможность привлечения к медицинской деятельности детей, которые в последующем могут получить желание стать медиками. Следовательно, имеется возможность решения проблемы с кадрами в системе здравоохранения республики. Такие проблемы рассматриваются, так как тема относится к такому теоретическому разделу медицины, как организация здравоохранения и общественного здоровья. Также имеется небольшой прогноз. Изменения через некоторое время будут таковыми. Ученики младших классов по мере дальнейшего обучения в средней и старшей школе привыкнут к занятиям, будут уметь в полном объеме оказывать первую помощь на машинальном уровне. Исходя из данных, полученных в ходе анкетирования и проведения профильных занятий, гипотеза получает свое подтверждение, так как школьники успешно выполнили роль распространителя информации, донеся информацию до своих родителей. Действительно, происходит улучшение знаний общественности в области медицины. Спасибо за внимание.